Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! О, привет. Здравствуйте. Ладно, ты меня не знаешь, я тебя знаю. Донецк на проводе. Донецку огромный привет. Да. Привет Белгороду. Как у вас там? Ну, намного проще, чем у вас. Да, ну тоже не сладко. Ну, у нас в основном же Шебекино страдает, Гравина, Да такие я понимаю, близкие. да, читаем все, это больно, но мы к этому у себя привыкли, уже ты понимаешь, нет это, практически нет страха. Как могу обращаться к вам? Валерий, Меня Андрей зовут, то есть, ну, знаете, да? да я знаю тебя, я смотрел многие твои, очень много смотрел. Я вот в субботу пошел покупать сигареты, ну и лопух, да? Трассер от ПГО. Дети гуляют, мамы фоткают, как бы вообще, как Да, будто гром где-то громыхнул там вдалеке как-то. да. Народ привыкает, и от этого немного становится как бы страшновато. Да. Это я заметил где-то 15-й год у нас снег выпал. Со снегом последние десятилетия, так сказать, ну, напряжки небольшие здесь. Смотри, связь рвет, может разорваться. Ничего, Ну и, ничего. короче, пошел я вечером куда-то там в магазины или это. И тут над головой залп града. Они тогда еще били наши пакетами. Сейчас уже такого 2-3, 5 точек максимум это. А тогда пакетами. Алло. Да-да-да. Они над головой полетели куда-то, хер знает куда. Это, на Красногоровку, скорее всего. Ну, это городок небольшой от Донецка. Это. А дети бегают, визжат, пищат этот самый. Ты же понимаешь, они полетели, сейчас будет это. Ну, конечно. Ответка. А сейчас вот у меня внук, он 2 года в школу не ходит, домашнее обучение, блин, со всеми этими вытекающими проблемами. Это хорошо, что жена и невестка учителя, они еще держат под колпаком, но это невыносимо. Это ни образования и перспектив нет. Сейчас мы его отправили в село в Запорожскую область, под Россией, там за Мелитополем. Самое обидное, что та сторона не понимает, что уже выросло поколение детей, которые начали свою жизнь с подвалов. Ну, да. Уже детям по 8, по 9 лет. Они же их проклянут. Они же им этого никогда не простят. У детей забрали нормальное детство. Просто нормальное, счастливое детство. И сейчас дети там различают, какой снаряд пролетел, там 150-й, 200-й, там, я не знаю, там вот это все. Ну, мы на окраине живем города, ну, наш спальный район. Поэтому нам много слышно. Это, когда от нас, когда к нам. Да и в центре, сейчас в центре. Да, понятно. Чем у нас, поэтому. Ну, а так, общался, допустим, когда-то мы вместе получали квартиру с одним человеком. Квартиры получали. Рядом с семьями дружили. Но он был в Житомирской области. Жене не понравился Донецк, Донбасс, там люди не такие, там, в общем. И она затеяла обмен. Они через Харьков поменяли в Житомир, там какой-то двойной-тройной. Ну, жили там, ну и развод обычно, ну, 2 раза в год, созванивались по старой дружбе. Это потому что компания была веселая, там много было разных людей, причем разных совершенно по своим жизни там. Ну и так поддерживали отношения, просто как звонили. Но мне где-то в 15-м году, у нас же еще и связь потом отрубили. Киевстар сразу, а потом этот МТС там с проблемами были. В конце концов порешали, потому что они пытались и эту связь нам отрубить, но теряли больше 2 миллионов абонентов. Конечно, нифига себе. Все-таки потом договорились,
потому что наши требовали тоже свою долю. Вы тут Понятно, понятно. пасетесь, а бабасики идут к вам. Ну, в общем, порешали. Была связь, но потом, в конце концов, это отрубили. Ну и он мне звонит, и там начинаем типа общаться, он мне говорит, ну когда вы уже вернетесь там, все, пора завязывать. Я говорю, пора завязывать. Я говорю, ну насчет возвращения не получится никак. Он, почему? Я говорю, слишком много крови. Да. Какая кровь там это? Я говорю, ну, Валера, ну, тебя под окнами, под твоим балконом 2 человека погибло, пенсионеры с твоего дома там по 70 лет пошли за водой, ну как, вода в кранах была, но она была, ну, без реактивов, не очищена. Фильтровальная станция в серой зоне обстреливалась, там реактивы туда не завозились, предупреждали. Люди, имейте в виду, мы воду вам дает для питья ее. Техническая. Для питья ее, ну, они, там могут трупы плавать в канале, ты понимаешь? Ну, понятно, ну, чисто техническая, помыть, постирать так вот. Да, ну, если кто там то мог там скипятить этот. А так эту питьевую наставили этих киосков, там буквально там, в 100 метрах прошел, купил там 5-10. Ну, даже вот, да, ладно кровь, ну ладно, это понятно, но когда вы лишили человека жизненно важного ресурса, это воды, какое может быть возвращение, как бы, ну уже? Я закончу этот. И они шли, на пару, видно, пошли, и тут прилетело там, ну, где-то на 20 метрах от них, 15. Спасибо. Ну, без шансов, ну, не повезло. Ну, и погибли. Выходи с пляжа. Еще меня не было дома. Я с женой общаюсь через этот скайп. Тут взрыв, окно открывается, но окно было не на защелку, просто прикрыто и коробкой там с книжками старыми, тетрадками. Почему? Потому что если взрыв рядом, если осколки, они пробьют. А если просто взрывная волна, она может разбить стекло. А если оно откроется просто, и вот тут я вот с ней разговариваю, как с тобой, я ее вижу, она немножко боком. Открывается, ну, взрыв, окно, этот ящик с книжками летит. Она там под стол, я ору не вылазь Ну и типа общаемся, я ее не вижу, она сидит под столом, голос ее слышно. Говорит, кто-то кричит, типа, помогите там, Я говорю, не вылазь, не выходи, через 5 минут, ну, в конце концов, она там, жена одного из этих, там, он был убит. Говорю, под окнами, ты понимаешь? Да, кошмар. Отвечает он мне, так это ж вы сами себя. Им тогда вот эту мульку запустили, что сами себя, блин. Понятно. Такой маразм, сами себя. У меня рядом в прошлом году 2 прилета было рядом с нашей 10-этажкой, ну совсем рядом. Там угол, и сын ко мне в гости пришел. Где-то мы пообщались полчаса, и тут бабак такой, ну сразу в окно, там под окнами гараж, машина в гараже, где-то с этой стороны сразу смотреть на свое добро. Лежит парень на дорожке, убит, ранен, блин, открываем окно, ты как, живой, раненый, а он встает, не, я услышал свист успел упасть. Ну, побежали туда, где упала? Ну, побежали туда, женщина тоже там меньше 20 метров было, ну, я не знаю, ну, это чудо Она была контужена, и, как выяснилось, потом у нее осколок в руке, в плече. Вот она лежит, подбежали к ней, крови не видно. Она там перепугана, двигать ее, смотрим, крови нет. Ну, тут же сразу скорую, начинаем ей объяснять, вы извините, мы вас пока не будем тревожить, мало ли что там. Да, какое повреждение? Позвоночник там. Да. Вам лежать комфортно, там ничего не мешает. Тут же народ начал сбегаться, тут зевак прибежал. Если бы, не дай бог, прилет, там человек 50 собралось.
Правда, скорая где-то минут 7-8, и скорая приехала, погрузили ее. Это муж прибежал, значит, этот, ну, там осколок в руке небольшой, ну, повезло, ну, просто это. А сыну с 30 ноября на 1 декабря в 14-м в дом в их, ну, не в их квартиру, к счастью, не было дома, попал. Ну, а так, Понятно. привык. Это спальный район. Я понимаю, понимаю. Такой вопрос. Можно будет с вами ролик выставить? Если что, я могу вас прикрыть. Да выставляй. Просто показать им вот этим. Они же равно нас смотрят, да? Показать вот им вот, как на самом деле. Пусть они просто, может, хоть кто-то из них хоть на долю секунды задумается. Что ж они вытворяют-то? Я могу больше рассказать. Вот когда они отрубили воду, они 24 февраля, когда началось это, вода шла, была видна договоренность, потому что вода шла через Горловку, Донецк на Мариуполь. И они сразу отрубили воду, они, наверное, понимали, что Мариуполь им не удастся удержать. И очень серьезные были проблемы с водой. Ну, они и сейчас воду каждый день не дают на несколько часов, но через день. Это уже, слава богу, у меня низкая этажность, мне добивает не надо, а те, которые выше. Так что это такие дела, Андрюха. Понятненько. Чего рассказать, но если тебе надо будет какая-то тема, могу тебе телефон оставить, позвонишь, там пообщаемся. Если что, в Discord заходите к нам. Там пообщаемся. Я когда-то зарегистрировался в Дискорде, вот именно, чтобы с вами, со мной пообщаться. Но меня никто, только этот колхозник, я с ним лично встречался немножко. Ну вот у меня под роликом есть ссылки на Discord. Заходите, да, мы вот Саша Тюмень, вот вам привет огромный передает Саша Тюмень, столица деревень. Сейчас он на отдыхе, и мы с Сашей общаемся, там, и с многими нашими ребятами. Спасибо. Не всегда от блогеров получаешь этот. Я когда-то вышел на бывшего партизана, теперь не Лаврова. Серега. Да, закончилось печально для меня. Его там администратор обозвал, правда, по переписке, ну и с кучей мяса. Не, у нас такого нету. А в итоге послал открытым текстом. Нет, заходите к нам, будем общаться, будет очень интересно. Давай. Удачи. Тебе, Андрей. Удачи. Я тебя часто смотрю, все интересно. Все. Сейчас новый канал «Таежник Я». Новый канал, что у меня «Таежник Я». Ага, да, я запишу. Там сейчас немного, но... Потому что я подписан на тебя. Ну все, давай, всех благ. Всех благ, мирного неба. Давай. Здоровья. Если что,